Добрый день, это новости на канале Якутия-24 в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Весенний режим на 4 автозимниках Якутии с 5 апреля снизят грузоподъемность. О каких переправах идет речь? Индексация пенсии, выплаты, включая социальные, увеличены с сегодняшнего дня на 3,4%. Запись в первый класс. Столичные школы начали прием детей электронно и очно. Обращений сотни. На 4 автозимниках Якутии с 5 апреля снизят грузоподъемность. Речь идет о дорогах Амга, Барагон, Умнас и Эджиген. Для обеспечения безопасности дорожного движения и требований безопасности будет снижена грузоподъемность до 30 тонн на ледовом автозимнике через Лену в направлении Кангаласы-Сотинцы. Ну а ограничение грузоподъемности до 20 тонн установят на дорогах Амга на участке Усть-Мая-Эльдикан, ледовой переправе через реки Амга и Алдан на 198 километре и 423 километре дороги соответственно. По Умнасу на участках Улахан-Ан-Синск и Синск, граница Алекминского района, а Эджиген на участках город Вилюйск, поселок Жиганский на 3 километре реки Вилюй, города Вилюйск. Закрыли движение по грунтовому автозимнику на трассе Вилюй с 1 апреля. Таким образом, закрыт участок дороги от села Тасюрях в Якутии до поселка Верхнемарково Иркутской области. Пользователей дороги просят передислоцировать технику, которая находится на автозимнике. Тем временем в Якутии идет подготовка к безопасному пропуску паводковых вод. В рамках необходимых мер проводятся плановые работы по сталкиванию снежных валов с обочин дорог. Производится также очистка водопропускных труб путем пропарки при необходимости и мостовых переходов от Хырчехода, сообщает пресс-служба управления автодорог республики. Для своевременного реагирования в случае размывов дорог и искусственных сооружений на них идет подготовка необходимой техники. Таким образом, создается запас необходимых материалов. В настоящее время организовывается инструктаж ответственных лиц, круглосуточное дежурство работников Управтодора и подрядных организаций по закрепленным участкам автодорог на период прохождения ледохода и паводковых вод. К другим новостям, пенсии, включая социальные, увеличены с сегодняшнего дня на 3,4%. Одновременно с индексацией повышаются пенсии военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других групп. Напоминаем, что на социальную пенсию имеют право инвалиды 1, 2 и 3 групп без стажа, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца без стажа, и дети, родители которых неизвестны. Также социальные пенсии по старости назначаются, если у человека нет страхового стажа и индивидуальных пенсионных баллов, или их недостаточно для назначения страховой пенсии. По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха-Якутия, индексация осуществлена более 29 тысячам получателям социальных пенсий. Индексация социальных пенсий производится автоматически, обращаться в пенсионный фонд не требуется. В республике с сегодняшнего дня начинается кампания по подаче заявлений на зачисление ребенка в 1 класс. Начиная с этого дня и до 30 июня родители могут обращаться в школы, закрепленные по месту регистрации, с соответствующим заявлением, которое в этом году принимают через электронную систему портала государственных услуг республики. В предстоящем учебном году только в столице более 5000 детей готовы принять 49 школ. Если заявление не получается подать электронно, то школа готова принять его в привычном очном формате. Родители, если не могут электронно подавать заявление, они могут подойти в школу. Тогда наши операторы в течение дня помогут. Все равно заносят заявление в этот портал. Также они могут отправить заявление свое на электронную почту школы. Сейчас родителям, наоборот, удобнее. И быстрее через электронный портал подавать. И они могут свое заявление отследить. До 30 июня мы принимаем заявление. Если, например, все документы у нас подходят к новым этим требованиям,
то, значит, статус меняется в портале, что очередник. А если не подходят, значит, какие-то прописки, либо другие, вот по правилу, да, документы, то, значит, мы пишем портал отказ и объясняем причину, по какой причине мы отказываем. Команда исследователей и сотрудников СВФУ и других научно-исследовательских учреждений города работают над созданием нового диагностического теста на основе знаний, полученных в результате фундаментальных исследований на базе СВФУ о причине возникновения рецидивов и роста количества заболеваний у населения. Новые результаты исследования считаются уникальными. За решение проблемы взялась команда ученых, молодых специалистов из различных областей науки – медицина, физика, биофизика, биохимия и даже математика с возможностью использования высокотехнологичного оборудования. Мы просто взяли и без покрытия, как говорится, положили этот образец в электронный микроскоп и увидели поверхность клеток без нанесения лишнего покрытия. Мы увидели определенные частицы, которые до нас никто не видел, потому что они были скрыты. И получается, что мы пришли с помощью вот этого дорогостоящего фундаментального исследования, мы пришли к определенным выводам. И эти выводы мы можем сейчас внедрить в практическую медицину. Отборочный этап республиканского конкурса для школьников и студентов под названием «Моя профессия IT» проходит в Нерюнгри. Сюжет нашего корреспондента Екатерины Павловой. «Моя профессия IT» – это уже 6-й республиканский конкурс, который продолжает набирать обороты, увеличивая свою географию и количество участников. На отборочном этапе в Нерюнгри сегодня соревнуются 14 команд. 11 из них в категории А – это школьники, и 3 команды студентов среднепрофессионального звена и вузов. Я со школы номер 2 участвую на хакатоне во 2-й раз уже. Ну, во-первых, это опыт в работе с IT, ну и масса положительных эмоций от участия. Я впервые участвую в этом мероприятии и нахожу это очень занимательным и интересным. Прошел только первый день, я получила массу удивительных эмоций, я получила множество различных впечатлений и, главное, я получила полезную информацию. Формат конкурса – хакатон – марафон по разработке IT-проектов. В течение 2 конкурсных дней команды из 3 человек разрабатывают прототип мобильного приложения или веб-сервиса, отвечающего требованиям озвученных направлений конкурсного отбора. У команд есть точки контрольные, на которых они презентуют свою идею. Мы помогаем вместе с экспертами определиться, скорректировать их идею, если вдруг они отклонились от основного курса, да, изначально заданной темы. И помогаем, может быть, применить какие-то более совершенные инструменты, то есть программные комплексы, либо сервисы, которые существуют на сегодняшний день. По итогам отборочного этапа лучшие команды получат путевки на финальные состязания, которые состоятся в начале мая. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. 65 тысяч километров и 43 страны за спиной итальянского велосипедиста. Лоренцо Бароне в эти выходные добрался до полярного круга на велосипеде. В свое первое одиночное путешествие мужчина отправился, когда ему было 18 лет. В кармане на тот момент было всего 400 евро. Его путь в 8 тысяч километров проходил через Францию, Испанию, Португалию. Пробыл он тогда в пути неделю. Тогда потрясающее чувство свободы охватило его, он решил не останавливаться на достигнутом. Разработал новые маршруты: Исландия, Памир, Гималаи, Индия, Марокко, Сахара больше всего запомнились Лоренцо. В сутки велосипедист проходит в среднем около 80 километров, ночует в палатке, несмотря на любую погоду. Достигнув полярного круга, Лоренцо отправился в Оленёкский улус. Сейчас, можно сказать, уже не зима. Прошлой зимой я путешествовал из Магадана в Якутск на велосипеде в январе и феврале. Это был экстрим, потому что было минус 45, минус 50. Сейчас я хочу достигнуть Юринхаи, но, в общем-то, уже не зима, но все равно это будет замечательный опыт. Новости к этому часу смотрите и оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте всегда в курсе.